Здравствуйте, это мобильные новости на Якутия-24. Меня зовут Нургуяна Иванова, и я расскажу вам о событиях этой недели, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. На этой неделе интернет взорвала новость о так называемом дожде из золота над Якутском. Слитки драгоценных металлов, высыпавшиеся из самолета Ан-12 на взлетную полосу Якутского аэропорта, вызвали небывалый ажиотаж среди местных жителей, которые бросились на поиски драгоценностей. Пока одни искали слитки пешком и на машинах, другие делали мемы про жителей республики, завидуя их везению. Ан-12 авиакомпании «Нимбус» перевозил золото в слитках весом около 9000 килограмм, который погрузил на борт на руднике «Купол». Самолет направлялся в Красноярск, но приземлился в Якутском аэропорту для дозаправки. Когда самолет вылетал оттуда, у него отвалился грузовой люк из-за смещения неправильно зафиксированного груза. Поэтому золотые слитки и высыпались на взлетную полосу. Жители Якутска стали свидетелями исторического события. Вечером 15 марта в городе Якутске к 55-летию якутского телевидения состоялся торжественный запуск архитектурно-художественной иллюминации телебашни Якутска. Ее высота составляет 241 метр, общий вес 400 тонн. Установкой оборудования занимались не только местные альпинисты, но и специалисты из Санкт-Петербурга. Прожекторы закрепили на разных уровнях телевышки. С помощью контроллеров можно будет создавать 255 светодинамических сцен, переливание сияния, эффект маяка. В телебашне установлено более 200 прожекторов. Стоимость чудо-прожекторов, которые могут выдержать минус 90 градусов мороза, стоит 10 миллионов рублей. Обслуживать подсветку якутской телебашни будет каждые 3 месяца. Событие, конечно, не обошло социальные сети. Пользователи делились фотографиями и видео с видом на вышку с разных точек города. Кое-кто даже связал запуск телевышки с падающим с неба золотом. Парень, зачем подсветили телевышку? Ну, чтобы самолеты не задевали и не разбрасывали золотые слитки. Наверное, поэтому. В тот же день, 15 марта, когда с неба посыпались золотые слитки и появился аналог Эйфелевой башни, Якутск продолжает жить своей обычной жизнью. Так по студгородку прогулялся бурый медведь. Дикое животное в кустах возле 17-го общежития СФУ до жути перепугало прохожих. Оказалось, кто-то просто выкинул чучело. Комментаторы социальных сетей признали в нем модель 90-х. По их словам, именно с ним в конце 90-х на площади Ленина фотографировались дети Якутска. Трое вахтовиков отказались платить по счету в якутском ресторане и подрались с вызванными на место бойцами Росгвардии. Сейчас протрезвевшие мужчины отбывают 15 суток административного ареста. В их отношении также возбуждено уголовное дело. Посетители заведения сняли на видео схватку противников. Местом действия стал ресторан «Олешня» в Алдане, куда мужчины прибыли на заработки. В ночь на 10 марта они решили побаловать себя изысканными блюдами, однако их стоимость вошла в противоречие с представлениями вахтовиков об уровне заведения и способностях повара. А потому они согласились раскошелиться, но не полностью покрывать счет. Сразу 4 ДТП произошло в Алдане за один день, предположительно из-за гололеда. Пострадавших нет. Очевидцы сообщают о ДТП в Ленске. По данным ГИБДД, пострадавших нет. 14 марта в районе улиц Первомайская, Победа автомобиль под маркой Infiniti нарушил правила соблюдения дистанции и столкнулся с Nissan X-Trail. Видео засняли очевидцы и выложили в сеть. Ну а в Нерюнгри пользователи соцсети обрадовались новости о том, что авиакомпания S7 с 1 июня 2018 года открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Новосибирск-Нерюнгри. Рейсы S7 из Новосибирска в Нерюнгри будут выполняться еженедельно по пятницам. Полеты будут осуществляться на современных самолетах Airbus A320. По пути из Чаянды в Ленск комиссия, ехавшая с досрочного голосования, встретила 3 волков. 2 убежали в лес, 3 стал бежать по дороге, видимо, уводя от преследования. Смотри, еще быстрее, смотри. Еще быстрее. Вот инстинкт, да? Упа. В ночь на 14 марта в возрасте 76 лет из жизни ушел известный физик-теоретик Стивен Хокинг. Эта новость стала большим ударом для многих пользователей социальных сетей. Они оставляют последние послания ученому и рассказывают, как Хокинг повлиял на их жизнь. Многие пользователи отмечают, что Хокинг был глазами человечества в космос, поэтому его смерть стала большой потерей буквально для всего мира.
Некоторые не скрывают, что уход физика из жизни стал для них крупным потрясением. В соцсетях обратили внимание на еще одно удивительное совпадение. День смерти Хокинга совпал с 30-й годовщиной дня числа Пи. Пользователи считают, что это очень символично. Кроме того, соцсети поразило, что Стивен Хокинг умер в день рождения своего предшественника Альберта Эйнштейна. Видеоблогер PewDiePie, чье настоящее имя Феликс Чельберг, исполнил гимн Советского Союза в одной из игровых стримов. Он опубликовал летсплей-видео под названием «Наконец-то хорошая игра», где сыграл за советский танк в аниме-шутере Girls and Panzer Dream Tank Match. Игровую сессию он совместил с исполнением гимна на ломаном русском языке. Судя по видео, блогеру достался советский танк. «О боже, что это? Это знак коммунистов? Я что, русский?» – удивляется он, рассматривая изображение. На заднем плане начинает звучать гимн СССР, и Чельберг пытается подпевать. При этом он озвучивает несколько, на его взгляд, коммунистических фраз, направленных якобы против капиталистов. 19-летний музыкант на шоу талантов признался, что никогда не целовался. Американская певица Кэти Перри это тут же исправила. You didn't even make the smush sound. Right. Okay. Let me start over. Okay. Из Джона Хилла в Ченнинга Татума пользователь Reddit похвастался результатами своего похудения. 15 марта он опубликовал снимок до и после. Преображение настолько изумило посетителей портала, что спустя несколько часов они вывели фото в топ-ресурса. Чтобы обрести спортивную форму, молодому человеку понадобилось 2 года. До и после потери веса 2 февраля 2016 года и сегодня, уточняет он в комментарии к фото. Хотела славы, а попала в тюрьму. 19-летняя YouTube-блогер из США Монолиза Перес приговорена к тюремному сроку. Девушка случайно убила своего молодого человека во время съемки видео для блога. Инцидент произошел летом 2017 года. Девушка хотела создать шуточное вирусное видео, где она стреляет в своего парня, 22-летнего Педро Руиса. Предполагалось, что Руис будет держать в руках толстую книгу, через которую пуля не сможет пройти. Однако трюк вышел из-под контроля из-за очень близкого расстояния между стрелявшей ее ассистентом. Книжный том был прострелен насквозь, и пуля попала в грудь молодого человека. Суд приговорил девушку к 180-дневному тюремному заключению и 10-летнему испытательному сроку. На нее также наложен пожизненный запрет на хранение огнестрельного оружия. Пользователи сети заинтересовались видео, на котором муравьи ползают вокруг звонящего iPhone. Ролик был опубликован на YouTube. На кадрах видно, как насекомые сначала хаотично двигаются возле смартфона, а когда он принимает входящий вызов, выстраиваются в хоровод. В комментариях к записи юзеры предположили, что на странное поведение муравьев повлияла вибрация телефона. Другие решили, что дело в магнитном излучении. Третьи захотели узнать реакцию насекомых на другую мелодию звонка. А четвертые вовсе выразили уверенность, что видео – подделка. Супруги из Китая обнаружили себя на одном фото, сделанном за 11 лет до знакомства. В начале марта 2018 года Чен Ду Е перебирал старые фотографии своей жены в архиве тещи. Он хотел выяснить, на кого сильнее похожи их дочери-близнецы. На одном из фото он увидел мужчину в синей футболке и черных брюках. Это был он сам. Е выяснил, что фотография жены была сделана в июле 2000 года. Тогда Сюэ с матерью отправилась в город Циндао на берегу Желтого моря. В то же время там по случайности оказался Е. Его мать купила билеты, но не смогла поехать из-за аппендицита, поэтому попросила съездить к сыну. Е и Сюэ одновременно оказались на площади 4 мая в Циндао. Мужчина позировал для своей фотографии, но случайно попал и в кадр к будущей жене.
Сервис вызова такси Uber рассказал о самых странных вещах, которые забывали пассажиры в автомобилях в 2017 году. У компании получился список из 50 пунктов. Например, пассажиры сообщали, что забыли в такси кепку-козырек из Burger King, реактивный ранец, бронежилет, кошачью переноску и даже брата. А еще золотые коронки с бриллиантами, 2 пакета грязи с Мертвого моря, документы о разводе, свидетельство о браке, кусок пиццы, письмо от парня из тюрьмы, коробку с накладными волосами, черную складную тележку, наггетсы и большую картошку фри, дротик, розовую плюшевую свинью, зеленый шарф из шерсти альпака. Uber также рассказали, какие вещи чаще всего забывали пассажиры в США. На первом месте идет телефон, следом кошелек, ключи, одежда, очки, сумки и вейпы. Больше всего вещей забывают в такси по выходным. Жительница Австралии Андреа Гофтон спасла ядовитого паука во время наводнения. Видео она поделилась на своей странице в Фейсбуке. Это произошло в городе Галифакс, штат Квинсленд. Гофтон подписала видео так: «Спасение паука сделало мой день». На ролике квинслендский свистящий паук держится за ветку дерева авокадо над бурлящим потоком. «Беги, малыш, ты свободен», — говорит она ему напоследок. Это были мобильные новости, которые делаете вы сами. Если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии. Номер указан на экране. Либо на электронный адрес nvknews@mail.ru. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Отмечайте нас по хэштегу Якутия, _24 и моб-новости, _Як24. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели.